Добрый день! Привет, ребята! Вас приветствуют участники отряда юных инспекторов движения города Казани. Мы начинаем наш веселый, Познавательный, открытый урок. Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем. Давайте начнем наш урок с того, что позовем к экранам наших родителей. Именно тех, с кем вы, ребята, чаще всего выходите из дома. Надеюсь, зрителей у экрана стало больше, и мы можем продолжать. Заглянем в наш автословарь. Зачем? В первую очередь обозначим, что ребенок может быть пешеходом, пассажиром, велосипедистом. Наша рубрика «Автословарь». Пешеход. Лицо, находящееся вне транспортного средства, на дороге, либо на пешеходной или велопешеходной дорожке, и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущий велосипед, мопед, мотоцикл, везущий санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Пассажир. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, на нем, а также лицо, которое входит в транспортное средство, садится на него, или выходит из транспортного средства, сходит с него. Велосипедист. Лицо, управляющее велосипедом. Ваш ребенок – пешеход. Переходите дорогу только по пешеходным переходам. Крепко держите ребенка за руку. Будьте готовы к тому, что ребенок может вырваться. Всегда переходите дорогу спокойным шагом, как бы вы ни спешили. Подавайте правильный пример. Не разговаривайте во время перехода проезжей части. Пусть ребенок поймет, что на дороге нельзя отвлекаться. Не переходите дорогу на красный, желтый и мигающий зеленый сигналы светофора. Объясните ребенку, что выходить на проезжую часть из автомобилей, кустов, заборов и других мешающих обзору препятствий опасно. Не разрешайте ребенку играть рядом с проезжей частью дороги. При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. Если вам нужно пересечь дорогу, воспользуйтесь пешеходным переходом. Если в зоне видимости его нет, убедитесь в отсутствии транспорта на проезжей части. Переходите дорогу под прямым углом к ее краю на участках без разделительной полосы и ограничений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Ваш ребенок – пассажир. Приучите ребенка быть внимательным на остановочной площадке. При ожидании маршрутного транспортного средства стойте только на остановочной площадке, на тротуаре или обочине. Подходите к двери для посадки только после полной остановки маршрутного транспортного средства. Не разрешайте ребенку высовываться из окон. В маршрутном транспортном средстве позаботьтесь о безопасности юного пассажира. При наличии свободных мест посадите его, либо научите сохранять равновесие, держась за поручни. Из маршрутных транспортных средств выходите первыми. Чтобы проконтролировать выход ребенка, выйдя, возьмите ребенка за руку. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного в автомобиле, даже в автомобиле с выключенным двигателем. Кажется, все. Мы не раскрыли очень важную тему – детские удерживающие устройства. Детей до 7 лет нужно перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. На переднем сиденье автомобиля дети от 7 до 12 лет также должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, соответствующих их росту и весу. Дети от 7 до 12 лет на заднем сиденье автомобиля могут ездить с использованием ремней безопасности, но госавтоинспекция для безопасности ребенка рекомендует использовать детские удерживающие устройства. Ваш ребенок – велосипедист. Защитите ребенка. Приобретите для него специальные средства защиты – велошлем, наколенники, налокотники и световозвращающие элементы. Проследите, чтобы ребенок катался в велозащите всегда, будь он во дворе, за городом или в парке. Помните, движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным
и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Выезжать на проезжую часть строго запрещено. В какой роли бы ни оказался ваш ребенок, пассажир, пешеход или велосипедист, объясните, что от соблюдения правил дорожного движения зависит его жизнь и жизнь других людей. Будьте примером для ребенка. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что его жизнь и безопасность на дорогах зависит от вас. Уважаемые родители, у нас есть для вас задание. Составьте список основных правил, которые сегодня узнали. Сделайте памятку и повесьте в комнате ребенка на видном месте. Сфотографируйте и пришлите на портал sakla.ru. На этом наш урок закончен. До новых встреч! До свидания! Уроки открыты, открытые уроки. Давайте вместе повторим эти строки. Юные инспекторы расскажут обо всем. Открытые уроки все вместе проведем.